1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju izveda 15,424 Latvijas iedzīvotājus. Viņa vidū ap 4000 zīdaiņu, bērnu un pusauģu. Liela daļa no vismazākajiem mira jau ceļā. Citi gāja bojā vēlāk no bada, slimībām un smaga darba. Daļa izsūtīto bērnu izdzīvoja un atgriezās dzimtenē. Citi palika uz dzīvi Sibīrijā. Tām Latvijas mātēm un bērniem, kuri gāja bojā, bet kuru piemiņi ir dzīvi mūsos, aizvedām un uzstādījām piemiņas plāksnes. Piemiņa Sibīriju. Tur daudzi palika. Вам поможет по безопасности, которая находится в регистрирующего средства. Да. Он здесь не живет уже. Нет? Он в Комаровке в приюте. Комаровка деревня-то. В приюте. Он в приюте уже, здесь никого нет. А жена его? А жена? Жена умерла уже. Добрый вечер. Вам гости. Алло, вижу. Видите? И не замечаете? Это увидим только машины. Лавака у нас. Вижу, что гости. Заходите. Лавака Гунар. Sveiki, sveiki. Meklējām jūsu mājās, bet jūs vairs neesiet, jā. Ну. Palikāt viens pats, jā. Дальше. Здесь у нас туалеты. Тут туалеты наши. Pašam sava istaba? Pašam sava istaba? Ну, Ir. тут. Ej. Katram 3 kopā. Trīs kopā esat. Labi. Kur paliks? Neviena nav. Jā, un Latvijā neviena radnieks nav. Visi zem zemes. Visi jau zem zemes. Visi zem zemes. Nu jā. О, Вот здесь. столовая наша. Но маленькая только. Нам хватает на 15 человек тут бывает. Вот здесь его дом. Земляки мои поприехали. Обои фотографируйте, приезжайте. А вообще в районе знаешь? Это не секрет. Все знают. Не поняли, что вы сказали. Приезжайте, я хотел фотографироваться. А? Съездите, что еще вот недавно нас. Васил. Андрей. Я не скрываю свою реакцию. Андреевна, может ты поедешь? До свидания. Sim.
Некуда садиться. А Эльвира это какое имя? Оно тоже международное, но у нас тоже Эльвира. Потому что татары тоже называют Эльвирой. Татар есть, и немцев, и евреев я тоже слышала. Мы были, знаете, Намовые скары в этой их шурме. Намные. Не знаю я ее. Вот такой. А мужчина? Во. А вот про него он и говорит же. Ну да. Он про это у меня и не знаю, а я Sitä tomaattia, ja? Sitä tomaattia, ja? Guļ. Sitä tomaattia guļ, ja? Съела. Sieva. Мать тут палку. Aha. Нормально? Красиво. У меня с этими перцами, да? А вы мне удивили. Es pirmos gadus es pati sev neticu un nevaru saprast, kā mēs palikām dzīvi. Aizsauc visas mātes uz saucamo izpildu komiteju. Viņas piespieda parakstīties uz 25 gadi, ka viņas atbraukuši te dzīvot, ka viņas nebrauks nekur. Mama man visu laiku bāroja ar smilšu putru. Tas ir drausmas. Tad jau es gāju, pirms tam, ja mamma bija slima, gāju pa tam ziemu nabagot. Mammīte bija tāda, ka vienu kraklu, nekas nebija, nekāda zārka, it kaut kas nebija, un tā viņa ar tādā paladziņā ietina, un tā kā sunīt apraka. Mātes viņa atceros šodien tā, ka viņa man te priekšā būtu, kāda viņa gulēja tai zārkā tāds brūns. Kleitiņš bija, un es tai mūsu tai kaimiņiene prasīju, un teicu, jā, tāds viņai bija. Ja tas fantāzija nav bijis, tā ir bijis īstenība. Viņš uzrakstīja grāmatu un atsūtīja man. Viņš man iedeva, un es iedevu Nadeždai lasīt. Viņš ir dzīves. Jā. И никакого этого памятного знака, ничего. Мы поставили памятный знак на кладбище, где вот непосредственно захоронение этих останков, мы там поставили это кладбище. Вот эти плиты, где прокладывали кабель. Вот здесь мы проводили отпевание со священниками. Вот здесь прокладывался этот кабель. Вот это траншея. Значит, собственно, и рядом тоже. Да. Ну, часть останков, они вот... Ну, все равно они почистили это место, потому что по проекту это же все было... Должно быть занято кабелем, а здесь были останки. Есть такие сведения, что... которых приговаривали к расстрелу, сами выкапывали эти траншеи для себя. И, естественно, это вообще в России было принято. И не только в России. Не только в России. Это принято. В самом случае. Массовые места похоронений сами копали себе могилу. Полигон НКВД, он и в войну действовал, и там, где мы были с вами, тюрьма НКВД. Поэтому я вас сюда и привезла. Ну, может быть, сортировали где-то зимой, может быть, там стреляли, почва, потому что не позволяла сразу хоронить. Вот какие-то вот такие расхождения.
Семьям по национальностям деревень ведется. Это моя тема, и она еще в разработке. Поэтому, может быть, через год что-то, какие-то фамилии. Серафимушки тоже 41-го года, да, я не стала, да. Но он был в Канске, он не Енисейский, вот он сделал очень красиво. Это в Канске он сделал? Нас выселяли в 41 году сюда. И моя мама была хорошо образованная, знала 4 языка: русский, английский, немецкий, ну и латышский, кроме того. Она была там, ну, это большевики, мы были 7 семей. Мы здесь прибыли 22 июля 1941 года. Она была арестована через 2 недели. Судили его, Красноярский краевой суд. И 29 декабря 1941 году она была убита здесь, в Енисейской тюрьме. Но это она перед смертью, да, было 36 лет. И отец был в Атлаге. Тут так и сказано. Том Сая была осуждена к высшей мере наказания расстрелу. Ну и так далее. Постановление о расстреле приведено в исполнение 29.12.41 года в городе Енисейский. Сведений о месте захоронений, материалов уголовного дела не имеется. Но она была захоронена на кладбище, на набережной где-то. Есть некоторые вот моменты, но это надо еще исследовать. Есть просто это надо исследованиями заниматься, искать. Aicināts un iecelts Dievvvārda kalps, es iesvētu šo piemiņas plāksni Latvijas mātēm deportāciju upuriem no 1941. līdz 49. gadam, lai šī piemiņas plāksne atgādina visiem šī muzeja, šīs vietas apmeklētājiem par viņu likteni. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen.
Barža tika piekabināta velkonim, un tādas baržas, ne tikai ar cilvēkiem, bet arī ar pārtiku, tika vilktas pa Jeņisei uz ziemeļiem. Un tad tur tie vecie vīri teica, es krieviski pateikšu, ах, вы бедные, куда вас повезут? Там птица на лету замерзает, ka tur putni lidojot nosals. Uz Dudinku, Igarku projām. Tur viņas izsēdināja uz pilnīgi pliku ledu, tur viņiem pat zemnīcas nebija. Tur jau 25% aizgāja bojā. Tur jau bija bats un viss, kas saka, un augstums un tās vēlēnas bija, bet logos kaut kā drēva, logi nav, kad tur 40-50 grādus sals, ko tad tur cilvēki varētu dzīvot. Много белых водится. Да не, меньше не было. Вот, отдай. Варенье брусничное не надо? Ну, конечно, нет. 50-50, а вот берите. Рыбку жареную берите. Это самогонка. Сколько? 60. Нет. Блин, стол не уронил. По 10, блин. Маленькая. Это по 50. Что, девушка, будете она брать? Да, на холодном... Нет, малосольная вообще. Сколько? Не, малосольная, нет. С луком, с яйцом, с капустой и с картошкой. Почем рыба? На кедровом орехе 3 месяца.
Отход будет производиться без звуковых сигналов. Матросы занять места швартовки, под зону пройти на бак. Повторяю, стоянка до 15:30 местного времени. Pat oficiālā formā sagaida. Tā, lepni mūs sagaida. Дина, ты идешь? Нет. Подожди, как стоишь? Ну, подожди, Igarka ir uz Jeņisejas atteks. Tā nav tik plata kā pati Jeņiseja. Un mūs novietoja uz salu. Uz šo salu it kā mums būtu jāpavada karantīna, jo kaut kur bija izplatījušās slimības. Что такое Игарка, это трудно было назвать городом. Это место, где 10 месяцев была ночь, и 2 месяца была белая ночь. То есть ночь, что солнце вообще не заходит. Sūtīja pirmā gadā mežā vist malku. Uz tādām rekaviņām uzliek to malku, vai ne, un tagad pa sniegs, šausmīgs sniegs, tur ir pa 6-7 metri liels sniegs. Un kritām tajā sniegā, un māsa pēc tīfiņa bija ļoti smagi tīfi izslimojusi. Mūsu priekšnieki Igarkā uzvedās tieši tāpat kā īstajā Vjatlagā, kur līķim vai nu sašķaidīja galvaskausu vai izdūra durkli cauri sirdī, pārbaudot, vai viņš nesimlē. Mamma noģība. Un, ka tas brālītis, tas man ļoti grūti pastāstīt, ka tas brālītis saut mīļie bērniņi, mamma nomira. Tas uz mūžu paliks atmiņā, to nekad nevar. Māsiņa Mārīta bija sasilusi ledū. Likās, ka viņa ir caurspīdīga, ka viņa vizuļo. Viņa izskatījās tik skaisti. 1942. gada ziemā aizgāja ļoti daudzi. Daudzi salūza, neizturēja, bet man kopš tā laika liekas, ka jāturas pretī, jāķeparojas un jāiztur. Es atbīju blakus. Šodien šeit mēs esam sapulcējušies gan tie cilvēki, kas paši šeit bija un kas piedzīvoja briesmīgās sāpes, šausmas, pazemojumu, badu, iznīcību. Šodien šeit esam arī mēs nākošā paudze, kuri to ir jau ieguvuši no saviem vecākiem šo ārkārtīgi svarīgo pieredzi. Pieredzi, kā būt cilvēkam, tad, kad būt cilvēkam ir neiespējami. Здесь уже поставлены памятные плиты местными, русскими, и которых погибло больше всего здесь, и всех народов. И здесь и литовцы поставили свою. Теперь мы оставим
свою память здесь. Es iesvētu šo plauksni kā mūžīgās piemiņas Latvijas bērniem, deportāciju upuriem, piemiņas plauksni. Mūžīgā un svētā Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Здесь обосновывались невинно пострадавшие, невинно сосланные, насильно выселенные люди из разных государств, с разных территорий и нашей страны. И вот уже более 10 лет именно сюда, к этому месту устремляются люди, которые имели родственников, так или иначе пострадавших, или же сами пострадали от этих репрессий. Я очень рада, если вам все понравилось. Всего доброго, до свидания, вам счастливо добраться, удачи. И чтобы вы приезжали к нам в следующий раз, в следующий год. Я буду рада, если мы с вами спишемся. Ясно, значит, недолгий мост. Да, как вы говорили? Хандальский сельсовет. Их главное управление было здесь, в Долгом мосту, а это просто были как лесозаготовительные участки. У них находился здесь, а сельсоветы разные.
Tad bija tāds ļoti grūts laiks viens, ka mūs aizveda tāds Dolgi most. Un tur tāds Panakačet, Čiličet, Panakačet. Tur bija ļoti, ļoti smags laiks. Ka jau komunisti nāca pie varas Sibīrā, tur labi cilvēki dzīvoja pārtikuši vietos. Viņi šāva un dedzināja, potom te stāstīja vietēji. Mūs viena tā izsūtītā mājās ievieto, kas 8 ģimenes. Vispirms mēs bijām nokļuvuši kaut kādā zāģētavā, vai tas bija Dolgi most vai kaut kas tam līdzīgs. Taigā kaut kur pavisam dziļi iekšā, ne tur lāga ceļu, ne tur vairāk kas. Man bija jāiet mežās pie sveķu vākšanas. Tad tu ej, spainīt un vāc tos sveķus un nes. Nemaz nav viegli pat taiga staigāt ar smagu sveķu spaini rokā un iet. Tiem meža strādniekiem jāsaņem ir bijuši. Ir milti, ir sviests, ir cukurs. Nekā nedabūjām. Nekā. Мы вас ждали. Давайте, проходите, пожалуйста. Проходите. Музей наш очень молодой. Нам только исполнилось 3 года. Но за это время мы уже кое-что приобрели. Где-то 2000 экземпляров документов и экспонатов. Мы сейчас посмотрим, что у нас есть. А потом будем говорить цель вашего прибытия. Прошу. Проходите, пожалуйста. Я думаю, какой-то след вы оставите, что делегация, кто его привез, эту доску, и кто побывал в этих местах. Я думаю, это лучшее место вот в этих стенах. Да, мы все оставим. И тут находятся люди, которые были в 1941 году депортированы из Латвии в детском возрасте. Организации, так называются, «Дети Сибири», и их дети также здесь находятся. Debes Tēvs, Kungs Kristu, Dievs Svētais Gars, mēs pateicamies Tev, ka esam varējuši atbraukt līdz šejienai, lai godātu savus bojā gājušos tautiešus, mātes un meitas. Tēvs dod, ka viņu piemiņa nekad neizdzistu no mūsu tautiešu atmiņas un vēstures lapusēm. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Чашечку чая или кофе, пожалуйста, проходите. Пройдите, пожалуйста, чашечку чая или кофе. Сейчас пойдем. Мы выросли среди... Культуру они принесли. Женились на сибирячках. Конечно. Знаете это? Рябина. Да. Эстонские полностью были. Эстонская деревня, переселенцы. Эстонцы-переселенцы. Добровольно переселились здесь. Я здесь был, знаете, в 54-м. Проходите. Да, что да, да, да. Нет, привет от Даниэла Шлосберг. Спасибо. Он как раз на днях прислал Да. мне письмо, что мы Я не вообще-то прочитали. уже забыл латышский язык. Я вообще Да. свободно разговаривал. Вот. Я как-то
я не помню в каком году, наверное, в 70-м или в 75-м году. Тут был леспромхоз в Канске. Значит, и я, ну там лучше снабжались люди, значит, работающие в лесной промышленности. И я когда пришел и вижу, на стекле написано на латышском языке «Jaungad». Вот. И я так понял, что там, значит, работают девушки молодые, латышки. Вот. Но я с ними так поговорил, все, ну, значит, но они тоже высланные были. Но они, видно, совсем детьми маленькими сюда приехали. Ну да, это вот около 4000 было детей до 16 лет в 1941 году. 350 так еврейских детей. Потом же много, по-моему, некоторых выслали уже после войны, даже в 1949 году тоже там. Но это уже как коллективизации, там уже колхозы, там целые семьи, а в 1941 же всех разлучили. Да. Там все в общем, жизнь была тяжелая. Я же парализованно лежал полгода в постели. Нас поселили в дом, где никто не жил. Спали на полу, а там были клопы. И меня с сестрой, значит, клопы укусили, и у нас полиомиелит. Мы парализованные были. Вот, я лежал, думал, что не встану. И там еще болел один мальчик, я потом с ним учился в школе. Так у него вообще ноги висели, я как-то отошел. Ну, сестра немножко, у нее позвоночник, значит, искривлен было то, что она долго лежала тоже в постели. Мы даже поворачиваться не могли. Вот. А он повесился. А то, что, ну, жизнь как без ног. У него ноги вот как тряпки висели. – 1941. gada 14. jūnija deportācija ir tūkstošiem izpostīta ģimeņu un sagandēta dzīvi, simtiem neuzceltu namu, tūkstošiem hektāru neapārtu lauku, simtiem neuzrakstītu grāmatu un dzejoļu, neuzgleznotu gleznu, nesacerētu mūzikas skaņdarbu, miljoniem nepasacītu labu vārdu, miljardiem neizdomātu domu un neizsapņotu sapņu. Tie ir tūkstošiem pasaulē nelaistu un neapmīļot bērnu. Tie ir miljoni glāsti, kur zaudējuši tie, kur palika bāriņos un atraitnēs. Они смолили эту хату. А где эта самая Валя Градовская? Ну, там. А вы кто по национальности, латыш? Нет, не Песковая, а Песковая Слава Владимирович. Она Песковая. Это вот здесь она. Вам плохо показывать телевизор? Да. Ну что-то надо антенну поднимать повыше надо. И там она метает, это дал сманс. А ты сманс весь, а это вес. Что ты? Замок. Ну, весь вообще повесился в 1977 году. Сына
вообще зарезали в 86 году. Дочка померла в 56-м, а так все нормально. Живем помаленьку. Живу одна. Дети у меня здесь, один он рядом живет, сын. Там через огород, второй сын живет. Третий там на той улице. Двое в Красноярске. Помаленьку живем. Kāda jums ir pensija, cik liela? 9500. Maza yra. Visų mūžų strādāju į... Es nezinu, kādēļ tik mazās pensija, nezinu. Nu, toreiz i tai заработки arī bija slikti. Tam ir pensija man maza. To visu mūžu to доярка. 10 году дояркой бею, потом свинаркой, весь работу съел, испробовала. Agrāk bija mums gūvu ferma bija, I tēļi bija, I cūkas, tā nav nekā. Tā cilvēkiem nav darba daži, sekur. Немцы есть, эстонцы, литовцы. Какие же еще тут? Ну, все, наверное. Немцы, эстонцы, русские. Русских тут полно. Visus miežus izbradāšu līgo, 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 visus miežus izbradāšu līgo. Šodieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo, parīt pati Jāņu diena līgo, līgo. Parīt pati Jāņu diena līgo. Jānis jaunais, Jānis Baladoj. Jānis vecais. Jāni, tev bija 4 gadi, kad... 3. 3. Salgai bija 5. 3 года было, когда его выслали, мне было 5. Ой. Да. Да. Ну долго вы ехали. А они через Америку ехали. Да? Саша, садись. Debes Tēvs, Kungs Jēzus Kristus, Dievs Svētais Gars, Tu mūžīgā un svētā trīsvienība. Mēs pateicamies Tev, ka šajos savos tautas svētkos mēs varam būt pie tautiešiem Krievijā, pie tiem, par kuriem esam daudz domājuši, savās lūkšanās turējuši. Tās pateicamies, ka Tu esi svētījis mūsu ceļā. Tās lūdzam svētī šo namu, šo saimi, dāvāns, kas galdā likts, un rokas, kas galda klājušas. Jēzus vārdā. Āmen. Tas ir ļoti garšīgs. И, может, ваши потомки хотят когда-то приехать в Латвию, и мы вам дарим наш национальный сагу. Чтобы согревала нас в теплые вечера. Спасибо большое. Я хотела что-нибудь такое по-настоящему латышское. И все, буду прямо сейчас уже его пробовать, закутываться. Спасибо большое. Это мы с бабой Лаурой ездили всегда, брали в Латвии тоже вот такие пледы постоянно. Правую сторону посмотри, вот та сторона. Вот эта сторона. А почему вы не вернулись в Латвию?
А куда я поеду? Было разрешение, у кого есть родственники, значит, пожалуйста. А там у никого не было мне. Вашего дома там уже? Нет, ну дом-то был, а что я поеду одна в дом? Было же разрешено детей отправить в Латвию. Было же такое разрешение. Вот. Я уж тут замуж вышла, так она со мной и осталась. А ваш муж не хотел бы ехать в Латвию, да? То Миша? Да, Миша. Он с удовольствием поехал. Он все время говорил, ну куда едут русские? Вас туда выгнали, а русские туда едут. Что им надо? Все время говорил, смеялся. Ну когда уже все было разрешено, что можно было слово сказать. Теперь-то можно все говорить. Я теперь старая, ничего мне не сделают. А теперь уже все можно говорить. Вот. Я поздно пошла в школу. Мясо вообще не видит, да? Не, какое мясо? Какое мясо? Крапи, вот кавардашки вот эти. Это вот страшная жизнь была. Я вот это помню. Потому что детство так вот проходило. Вот от 10 лет и вот до 15. Такие тяжелые годы были. Как-то вот когда детство маленечко, так это забываешь там с родителями где-то. Все золото променяли, всю корову купили за 40 тысяч. Эта корова доилась раз, 6 месяцев доила, 6 месяцев в запуске. Ой, ведро картошки за все золото променяла мама. Лишь бы только выжить. Ata! Dzīvo Dieva svētība! Atnācām līdz jums, un tad es varētu par jums tagad palūgt, lai jums ir vieglāk. Vecumdienas. Lai man acs rādīt. Jā. Citādi nekā Latvijas sāpa, и то еще можно перенести. Jā. А вот kā neredzi, вот tas likt ir. Labi, lūksim. Mēs arī kopā visu lūksim. Dobrīdien. Debes Tēvs, Kungs, Kristus, Dievs, Svētais Gars. Pateicamies Tev par šo dienu un lūdzam piešķir acu gaismu, atgriezt to, kas ir zaudēts caur vecumu nespēku. Piešķir arī vieglāks vecumdienas pie miesas un pie sadzīves un ikdienas grūtībām. Svētī pie viss tā, kas ir ikdienā vajadzīgs. Svētī arī namu un saimi. Svētī viss, kas šajā namā ienāk un iziet. Svētī sargu un uzturi. To mēs, Tēvs, Tev lūdzam ar vārdiem, ko Kungs Kristus pats mums mācīja un ļāva. Tagad kopā lūdzam, ja, mūsu Tēvs. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.